доneminde танingмыды хин шот болзалған от. Игел ине до хукжмор нарты углоне амырмынды ирхим хунды таманы радио шагныкшыт. Студисо уғыр байгылы сорболжалыкша Батыр Жалсанов агылыгы хеkhын ағын ютыгаға сахёртын ютыгаға тонтыты. Мұныдыр апрелин арвын тавында олыс хорындың сайылы удыргыжа тоғылыгдыны. Игел ине удырты дашарымды олың. Бағынихын нахын соғы буряд арденға ныры солы қолы ойғыр сорқылығын ағын буряды хұрхылдыя дэшін ургыжы явағын. Тіріне нахын соғы хығын ажыл гүріне дейді шагналынодар тындыглығын хылықыды СССР арды артист. РСФСР арды артист, РСФСР габията артист, Бурят СССР габията артист, Ағым буряды автономията тайрығы хундыты ирхытың, Ағым буряды автономията тайрығы сайылы габията худылмырылкшы, Хундылы ба үпнерімділі орденодар, Владимир Ильич Ленины турғыр зун жылы ойды зорюлығын медаляр шагнықдығын, Ким Иванович Басырсыдаевы мұңқы дұрыс қалды зорюлықдығын хорылды мұнодыр таны аңқарылды дамжолқым негіші. Тихіді мұнодыр емне студияң әлшідгіхіді. Бурят олысемне арады артист, Бурят оперовалың баледе ғол дошың Иржена Кимовна Басырсыдаева олына. Сайын бәйнам? Сайын бәйна. Тихіді мұнодыр қойырдыхе әлшімне гіхіді Бурят Республикын ғабията артист, бағыл ині ғомбыжып цидин жапывы нырымжыты Буряды оперовалым баледе ғол дошың Бадма Гамбажапович Гамбажапов болны. Сайын бәйна? Бадма Владимирович. Бадма Владимирович. За хулисоректі. Сайын бәйна? Мэнді. За мұнодыр танадай гыжа мұнойны студисоға олзыжын хорылдым кеткіжі вайқыда орынгозығы арғуы ихы байыртевеніп та қойыра бетіне қансыны ихын тәйзінді ерге қарадық вайғап мұнодыр егді олзықыдың ерімді хорошия ойы вайны. Кемада? Текіді мұнодыр ғол тұлып олзылығым нейқыда ині Ким Ивановичемне найын тавын жылы ойыда зориолығын мұны конкурсы үмкетхігдіхевенігеші мұны ині удырнутты. Тимген Ким мане илітті
Агу их дошингых да амне алдовалхугы Ким Иванович Базарсадаев тухай хорышыныга намтыртен танылсолжа уитта. Хыдында Виш юмсга дыхилхие Ким Ивановичемне турхун басқан тензері жақойала хоғад вегад. Ихилхиге жібе яхиге шевді. Турушингуга Иржена Кимовна да уилда. Ага, хүндэт радио шагнагшат таан бүгдэндөө мэдүүлнэв же энэ ойлгам хайхан жинхэнэ бурят хылындэр Иржен Кимовнамны аргуй хэнар мэддэг но тэгээд тэр энэ ярианы хөөрөлдөнд нэг баха толиоршиг вигэн тимэ хүлисорэг тэнэг орд хылындэр дамжуула хамня ямар гэшб гэж хамаагүй бурядара намха асуугти харюин би буря орд хылындэр ухыб гэж манатта мэдүүлгэн байна за Иржен Кимовна Одол зүрхэс итгэлдээ тон дутор ханагдах авынга нэг намтартен танилцуулъя. Ну, я что хочу сказать. Конечно же, вот нынче у нас мы проводим вот 6-й международный конкурс. Вот как быстро время летит. Оказывается, уже 5 лет прошло, как мы в связи с пандемией не проводили конкурс. И хочу сказать, конечно же, я ощущаю присутствие своего отца, когда проводятся такие вечера. Такое ощущение, что он вместе с нами находится. И сегодня очень приятно слушать его голос в исполнении вот Делхэмини Альгандер. Вот эту песню он пронес, можно сказать, полмира проехал с этой песней, еще будучи молодым, только что приехавшим с консерватории, вот ездил много за границей и вот пел вот эту песню. Ассоциация у меня сразу возникла такая прямо «Мир на моих ладонях», да. Ну, что хочу сказать, что, конечно, для меня он был вообще идеальным папой, когда я была маленькая, значит, наш папа очень часто ездил. Тогда вообще гастроли были по 3 месяца. И я вообще удивляюсь, как мы не видели. Помимо гастролей, он не успел домой приехать, сразу же день-два побудет дома, опять куда-нибудь уезжал. Ну, был очень легкий на подъем и всегда в дороге, можно так сказать. И, конечно, я очень скучала, когда его не было. Был такой случай. У нас с ним вообще вот какая-то связь была такая, что как-то он позвонил среди ночи, когда время-то у него разные часовые пояса. И мама с папой разговаривает, и я тут проснулся, говорю, это кто, папа? Папа? Папа. Я так скучала, я начинала говорить, папочка, приезжай скорее, мы соскучились, они меня обижают тут. И он говорил, ну, доченька, кто тебя обижает? Сейчас я когда приеду, с ними разберусь. Я довольна такая, говорил, вот вам. Папа приедет, с вами разберется. И уходила спать, да. Когда он приезжал, он обязательно всегда мне что-то привозил. Ну, подарок какой-то. И я, конечно, его ждала как прямо ману небесную, да. И вот он привозил подарок, и я всегда говорила, все, первый день, в этот день я в садик не хожу. Значит, мы шли с папой в театр, целыми днями там я бегала, играла, и вечером поздно возвращались. Ну, вот таким он мне закончился. Или я устану уже, там ночью они идут после спектакля, папа меня на горбушку посадит, и домой. Я уже там сплю, можно говорить, да? Ну, вот... Тогда машины не было, все пешком ходили. Ну, было здорово, конечно же. Вот. Одол авынга гастрольга ерихи додаларгу ехир хулейдик. Одол Ким Ивановичне сулугы хода харигурнор гастролер ябдык вэхэнгэ шабда. Тегед муно Иржена Кимовна намтыртэн именно Мнодер намда углогор нега утбылмавга гжи хукшин на Ким Базарсадаева нега намтыртэн хыдион да хана турыхын гэшвы гжи танилцууларик тихирвэ муно радио шагнажывэга удбылмавга муно басхынин танаян харылда баха дамжуулхын гэшим.
Ну, он родился у нас в Хой-Таге, в Агинске. Потом его папа был учителем, и вот они переехали в Агинск и жили в Агинске долгое время. Потом опять перевели нашего дедушку в Хой-Тагу. Ну и наш папа жил в интернате, потому что учился, надо туда-сюда ездить не могли, видимо, но вот когда в интернате, когда в Хой-Таге, в общем, предки-то наши с Хой-Таги. С Хой-Таги, ага. Иржен Кимовна, биду хайыр нютгайхид гыхыдамыны алду волхугы земляки, юнды быхыда та авынға талар хойытыға хэхын нютыға, уқарвыл тевылны би жинге талар баха хойытыға нютыға, уқарвыл тевылны гэшіп тегедіні жинге турыхын нютыг ошад жылы ныгы дыхия, авода ошад ныгы хульвурот, зальварад мургот, ирхыда аргугыны бухы заряд энергии гыныбде, аргугы шадылны мыхыншын деведік. Тигет тане бахал та суловый хунгешавот та тигет хырзырга суло сага олыржа нютыга абынга нютыга барал хыдык гешипті. Ой, я всегда с большой радостью, с удовольствием еду. Действительно, вы правильно сказали, что приезжая на родину, заряжаешься, как-то вообще энергии настолько, что крылья вырастают за спиной, счастливый, довольный, уезжаешь, да. Ну, действительно, наш отец вот очень любил свою родину, малую родину, и он всегда находил день-два, ну, чтобы вот садился на машину, уезжал. И вот к этому он нас, видимо, приучил настолько, что я вообще тоже в любой момент, когда есть такая возможность, еду, всегда хочется ехать, встретиться с родной землей, можно так сказать, да, с родственниками. Правда, вот сейчас вот как-то сначала пандемия была, не могла уехать, потом сейчас очень много работы в театре, тоже времени нету, но очень скучаю и хочу поехать. Вот сейчас у нас будет детский конкурс 26-27 апреля в Агинске. И я прямо жду, не дождусь, когда поеду на родину папы, свою родину. Я тоже считаю, что это моя родина. И поклонюсь низко земле родной. Ну, естественно... Не просто поклониться, а хульбурот дирхи надо. Да. И, как говорится, заряжусь энергией. Тонзуб хырвы балауы ханамды хылерек ты юнды быхыда танены хукшың авентны Иванов базырсада ахың болтада мыдны яхаты хайтық инсаны бұл жұротыға трехын қазір мытхыкту. Я знаю, что там вот есть такое место. Как-то мы ездили один раз на это место, ну, мне показывали, где наш дедушка родился. Очень красивое место. Прямо даже вот чувствуется, что оттуда такая энергия идет. Ургылте газыр ве хабитрехин газыр етне мыдыхы битритне хайтыгы нютыга санхына арвын хайыр модда зайдыга шунгуда тоңайнар ханну хайыр хадын дунды хундейді неге аргы захид гайы шиве выхынны газыр ве хырве балау ве ханамды хылерек тебе орынго машинар танеги тыры газыр авашыжы харол хыпшып да хойола ява диружып. Хорошо. За тихида мно Ким Иванович Басарсадаев гешимне ахытымне олын зоң Сибирин Шаляпингыжы ныры зыргыте болығым байна. Трехин Сибирин Шаляпингыхын ныры зыргыды, но тыры ойор басу, ой холете байхыдың. Тыры ойдытны Москва хотыдыры дуры хыны аргы бірхір шадыха артист уги вегагыжы тың намдыры омшағын бәніп трен туша хоры жүгеті. Ну, вообще вот его стали называть сибирским Шаляпиным еще, когда он был, можно сказать, студентом
Они ездили по Белоруссии как-то, значит, это разогревать публику для Клавдии Шульженко. И вот у нее такой был импресарио, очень администратор, Абба его звали. Он, значит, нашему папе предложил, поездить вот по Беларуси перед тем, как Клавдия Ивановна приедет. И, значит, он пел с большим успехом, приезжает Шульженко и говорит: это кто? Кто тут поет так хорошо? А он говорит: вы послушайте, это же какой у него голос, это же настоящий Шаляпин. Клавдия Ивановна говорит: я сама Шаляпин в юбке сначала так, а потом послушала его, и действительно она в честь него там накрыла стол, пригласила его. Но наш отец как-то, молодой был, видимо, немножко дерзкий. Не пошел он, в общем, на банкет. И он сказал: все, я уезжаю. А Аба говорит: а вы почему уезжаете? Да, у нас год свадьбе наш. Мне надо быть, годовщина. Он говорит: хорошо, вы вот отведите несколько концертов, и все. Значит, и в этот момент он нашей маме пишет телеграмму: срочно приезжайте, Ким в больнице. Угу. Мама быстро, а мама проходила как раз практику в Питере, училась вот у великих фониаторов, вот Райкин, и, значит, она быстро схватила свой халат, там все, и поехала. Прилетает в Белоруссию, к трапу самолета подъезжает черная машина «Волга». Тогда же модно было только «Волги». Да, конечно. И мама выходит, и я говорю: а мама, а тебя как узнали, что это именно ты? Он говорит: одна азиатка, наверное, была. И к ней подходит, говорит: вы Серафима Даниловна? Она говорит: да, все, поехали. Едем, говорит, я прямо, говорит: что там, как? Он говорит: не, вы сначала зайти в гостиницу, там подождите, и потом поедем. И мама прямо часа 2 сидела, говорит: дождь льет. И думаю: что такое, почему так долго не везут ее в больницу-то? Через какое-то время открывается дверь, входит наш папа. Это была большая неожиданность. Такой, живой, здоровый, да? Сюрприз такой был, что он говорит: Сима, а мама наша как увидела, папа вообще расплакалась. Оказывается, вот так. И Клавдия Ивановна, она сделала банкет в честь годовщины. И они вот так вот сдружились с ней. И потом даже было время, когда они жили у нее дома. Потом она очень большую роль сыграла в жизни нашего папы. Одно время с ним занимался, сказал: Ким, ты должен работать здесь, в Москве. Он говорит: да нет, мне надо домой ехать. Он говорит: нет, с таким голосом надо здесь у нас быть. И посоветовал прослушаться в ансамбль Александрова. Когда они пошли прослушиваться, это было нечто, конечно. Там в хоре поют все с высшим образованием, с консерваторским. И наш отец говорит маме, говорит: Господи, хоть бы в хор взяли, что ли. Стали прослушиваться. Когда наш папа пел, вот эти люстры громадные такие, хрустальные, они прям вот так вот звенели, динь-динь-динь-динь, в общем, от голоса его. Он так все хорошо отпел, вышел. Но они говорят: подождите. И вот они, говорят, стоим мы вдвоем, трясемся и думаем: хоть бы в хор взяли. А тут, выходит, там, говорит: заходите. Он зашел. Александров говорит: что, молодой человек, мы прослушали вас, и мы вас берем. И такая пауза. А кем? Такое молчание. Наш отец трясется и говорит: берем вас солистом.
Фу, такая радость была, говорит, вообще. Ну, и вот, и он говорит, только, говорит, у меня вот одна просьба, говорит, у меня нет прописки. Ну, Александр свою резолюцию срочно дал, срочно прописать. Ну и, конечно, они его прописали. И вот там даже ему уже квартиру давали. Уже он собирался заезжать туда. И тут встретился наш глава, первый секретарь Мадагоев. И он позвал его домой. Он как раз собирал всех талантливых бурят отовсюду, ну, к себе на родину. И вот он позвал домой, говорит, Ким, давай домой поедем. Я тебе, конечно, помогу здесь. Он говорит, у меня что, в Бурятии вообще ничего нет, меня ничего не держит там. Он говорит, я тебе квартиру дам, все. Ну и наш отец, недолго думая, конечно, собрался. Не утратился. Да, домой. И вот главный дирижер Александров, он сказал, такого у нас еще не было, чтобы сами с ансамбля уходили, такого не было, говорит. Бывало, что мы, говорит, выгоняли, ну, за что-нибудь, а тут, чтобы сами уходили, такого не было. Ну, говорит, ну, Ким, если будет передумаешь или что-то там будет не то, приезжай, мы тебя всегда возьмем обратно. Ну, вот так вот он, конечно же, приехал на родину и так остался на родине. Второй случай был, когда его назвали Шаляпин. Ну, когда они ездили за границу, в Финляндию, президент Урко Кекон, послушав его, сказал, вот это настоящий сибирский Шаляпин. И подарил нашему отцу такие 2 золотые чашки. Они до сих пор у нас дома стоят, как реликвия. Тогда президент им был, да? Да, да, да. Ага. Потом... И, конечно же, московские газеты писали, когда наш театр ездил в 1979 году со спектаклями. Там как раз был прекрасный спектакль, шел, ну, как бы отчет наш театр давал. Публика, конечно, неистовствовала, что в Москве, что в Питере. Вот хованщина была. По этому поводу расскажу. Еще один был такой случай. Значит, приехали французы, слушали этот спектакль, и после спектакля, ну, там за кулисами группа пришла, ну, и переводчик говорит, вот этот того-то исправлял, этот Хованского, ну, на каждого вот так подходит, к нашему папе подходит, говорит, это Досифей, говорит, о, Досифей, сибирский Шаляпин, и дарят нашему отцу вот такую вот куклу французскую. Это вот тоже сейчас реликвия, конечно. Тогда у нас в Советском Союзе вообще таких не было кукол. Настоящие ресницы, стеклянные глаза. Ну, в общем, вообще супер. И там написан город Ницца. Я помню, это, конечно, наш папа привез ее. Я тогда была маленькая. Я, конечно, хотела играть ей. Прямо я на улицу вытащил, всем показывал, потому что это было, ну, такой супер красивая кукла. А потом как-то думаю, ну, мама ее поставила там в шкафчик, чтобы она у нас, ну, до сих пор, вот ей сколько, получается, там уже 40 лет, наверное, этой кукле, но еще жива. Вот. Еще что-то хотела рассказать. Интересный случай. Когда они дружили, у нашего отца был друг Мигмаржаб. Монголы. Ага. Он учился там в горном институте, наш отец в консерватории. Ну, вместе встречались, землячество там и так далее. И как-то однажды наш отец собрался к маме, ну, поехали там, и случайно встречается в метро с Мигмаржабом. Он говорит, о, привет, ты куда?
Да я, говорит, на вокзал в Москву поехал. Ну, да, я тоже в Москву. Ну, поехали вместе, ладно, до Москвы. На вокзал пришли, купили билеты, все. Доехали до Москвы, вышли с поезда. Ну, ладно, ты тут, я пошел. Он говорит, ну, я тоже пошел. Все, пока-пока, встретимся потом. Отец, видимо, сел на автобус, тот, я не знаю, на что сел, куда. В общем, поехали по разным сторонам, да. Вдруг встречаются возле общежития. Ой, а ты что, куда? Да я, говорит, к своей девушке приехала. А наш отец говорит, а я тоже к своей девушке. Ну, ладно. Ну, ладно, все, давай. Поднимается вместе по лестнице. Ой, а ты что, куда? Мне, говорит, на 5-й. Он говорит, мне тоже на 5-й. Ну, ладно, как интересно. На 5-й этаж поднялись. И в одну комнату как. А ты что? Ты кому? Он говорит, да я к своей. Я тоже к своей. А оказалось, что наша мама и Царин Чемит, они в одной комнате жили. И вот так вот интересный случай был, что они вдвоем. Ну и подружка доходила и Вот. Наш папа, наверное, испугался, не думать, наверное, одни пришли. И вот они потом так всю жизнь дружили. Приезжали в Монголию, всегда встречались с ними. Да. Но, айлгысты, затихида мнодыр адол Бадма Владимирович Гамбажапов индымда баха оныгышым за Бадма хайга мно би Бадма хайя хен тани хвены биды нухыдыбде мно на агын округе землячество ингон улангу дербай агын округа землячество индыргы дунгыргыдым бухенернут юн сагалгы нер зорьолык дагын нерго угывыл мэнги хуне нерта Ямушки нерина Бадма Гамбажапов гуйгор унгурду гуйгэши тимэ ихэ танилвэна бдэ тимэ Бадмахэ за хундытамане радио шагныкшыттаныга ортухайга хыдыйхын гор танил солжа тайн Ким Базарсыдаевта ямар холго тегешиптыгжа хоржуитта. Би урухада турухуру ундихуру мане турхын агын тарыгы долдаргынгымгы алханайхын нютгы Волнап. Ихда хоргола, алхананга хоргола дургохор. Олангуда иржа. Музыкальное училище имени Петра Ильича Чайковского, говорит. Ты же доне хорголда иргын. Тыргыхерла, энал дога доладла. Тайзандерел, мунаволтар. Я уже ардзаненга. Нюдувайр лолжа, шихы хожор лолжал. Байды гашыбде. Ким ванште ямар халвата вигхиде. Мана агын тарыгы екі шанга. Ана бас холете, арил холете. Артезнаргын нагхиде. Тахсырнылданш, Линкоин. Архангелемне. Ким ванш Базарсыдаев. Техиде и много горвотя гхиде агагархан басқалете намайхылдылда. Бегар менеп. Техиде мане баха ганца улангутда бухе мероприятие моряп хаваша агадере ямар наверное адам болнова тында хошажа долды кабатты геша одеда. Техиде тында хемне замдахылхиде хотигеттера залуы хадамне. Хо хилха назало мане дош маско умне гедла. Техиде бухе врадам не турхам басха жана агахам не гархан геде зум хойта акратергам не зум хойта талаха басот не барум хойта талра явжавена геде юнду геде лахсрын ладаншне агахангеле зум хойта тармагатым не магавун. Техид зум хойта нютревална Егет агенга районгар хада хойтагада бахал аймганга хойта нетаге киманчолна ед долдарган аймгар хада би хада алхана бахал ханга долдарганга ой барун хойта юм барун хайна
нютгай олнох юм бит. Тэгээд дара зунтэй баруун тэшэ явж байна гэж хэлчихсэн. 96 онда өөрөөхөө 93 онда хорвола дургаж ёна хужмэ коллеж тэгэхэд училж байгаа. Ороод доллар наажлдар хэрэгтэйгээд сэргэнгээ алба даявад ирээд театр опера балета опер театр ажлдараа тэгэхэд шохорта тэгээд доллар ветерня 96 онд нэг юм болгосон постановка Фауст. Тэндхада киманш хаваад хада гейтама тангиха партиядан Мефистофель болж дуулагсан. Тэндэрнэл гараадл дуулахадан ямар шангаар холе ямараар дуулдаг хүнгээс өгөөж ладал өөрөө киманштэй нэг тайзан дээр гараад тара спектакл юм наадаж харж байхада их л хоньорхолтой гоё байгаагсан. Тэгээд л миний дуулахад яг киманш гараад Ирлда наша өмнө Басхолотой яга ханаар дуулдаг хүнгээс үсэ. Хаана кепса ингээл нэг хөрлөн болоогсан. За. Хохолх бархадам нё. Манай нятгаа хүм вэнэс гэдла. Өөрөө дуурхадаа дарснаа. Дуулахада басаар. Санхаа юмнэ наяртар дуулдаг хүн юм да. Яд хөрлөх бархадаа наран хойлоогоор тенерсэн дэр хөрлөдөг шин. Ихэг хаана тэгээд гэт хөрлөг дуулахада. Сигрүүжаа кеманштай таньсан төрөшин ихё. Тырылда. Ну и первым ты, по-моему, лауреатом стал. Первого конкурса, вернее. Тема. Кеманче нэрмжэтэй мына конкурса болоход мына 6 конкурс гэвдэ. Тэгэхдээ төрөшин конкурс болоход би повозорстой. Тэгэхдээ ордог байгаад залуу шүү 2007 онд төрөшин конкурс хэлэхэд април болдог юм да. Дөрөвдөг ярда. Тэнд хаваад хада 2 дахь оризлэн байна. Лауреат второй степени болон байна. Тэндэрнэл нүтэл бүхэл басаа репертуарла дуулагдсан ханканчаг гэрвэл тэгээд л тэр диплом юхан хоогээд хандулгоо төвөдөг муна наша эфиртэй ирхэн гарта хэнар харжавад гараа юм. Элгстэй хаа. Юн Ким Базарсадаевны оро 1937 онд түрхэнгэ шабд апрелийн 22-нд тиймэг апрелийн 22-нд тэгээд энэ конкурснуудын өнгөрөгдөхөдөн түрхэн өдөртөнд дашрамдуулан апрель өнгөрөгдөнөгэш тэгээд энэ хэрвээ мэдээ хатны энэ апрелийн 22-нд төрөгдөхөн хүнүүд гэшитний аргуугүй бэрхнөө дурагшаа ханаатай хөвөлгөн ухаатэнөө дэмбэрлтэй урагшатэнүүд байх идэмнэхэд Владимир Ильич Ленин байна шуда манай Ким Базарсадаев байна Ким Иванович Базарсадаев байна тэгэд биетнэ таны урд хоожвайг Шабатар Жалсанов ба апрелийн 22-нд төрөгдөн тэгээд энэ бидуурвын конкурсда босы энэмнэ зургаадахия өнгөрөгдөж байхын мужские голоса гэж решуулы хооронд өнгөрөгддөг заншилт болгон Ким Базарсадаевны нэрмжит конкурс болно гэж тэгээд энэ конкурсд манай буряд улстымны хэр зэрэг былыт хыл болж байна гэж выходы хүн хаваад хараалагдсан мали хаваад жвэна гэж ямар холын элшид ирнэ гэж бэнэн тушан конкурсу тушан хуржуйта. Ну вот правильно вы сказали, что 22 апреля все великие люди рождаются. У нас в нашей семье вообще очень интересно, как-то наша бабушка, папина мама, сама родилась 22 апреля. Старший сын, то бишь наш папа, 22. И младшая самая, в семье их 12 человек, и самый младший, Дарим Балдан, у нее тоже 22 апреля. Я говорю, ну все великие люди. Помимо того, что... Вот. И конкурс как-то вот так же получается всегда у нас практически всегда 22 апреля. Ну, 20-го,
20, 21, 22, ну, в общем, вот в этих числах всегда проходит. И, конечно же, особенно вот начиная с 1 по вот 6, сейчас смотрю, каждый раз приезжают очень такие талантливые люди, голосисты. Но вот сейчас вот в 6 конкурс приедут очень много конкурсантов. Все они, значит, там с Китая есть, с Саратова, с Красноярска приезжают, с Новосибирска, потом с Монголии, основная часть, конечно же. Монголхамны алын Да, кеткебе. да. Монголхам наш ерхеде Да, өтін. ирхиб да. И шенехенские буряты тоже приедут. В общем, очень интересная такая будет борьба нынче в этом году, в этот раз, потому что, я даже не знаю, все такие талантливые, все такие голосистые, наши солисты молодые тоже будут участвовать, аж 7 человек их, и тоже, я даже не знаю, как вообще это все будет. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы и наши прошли, не ударили грязь. Хада манешко вот залухотна яхл булды живенлда. Булдыжуен. Булды живен. Аны хуву туша хылхыдын эдхында борядулы сайынға нырхундыя хыт хамгал хавыны гешіп. Инде далон хувуд гыныбди. Хамгал яга тедишне охдол да долна булдын хемда дурure. Тендишне туруш перу тургынып жаха хайрча горот жактары үндерел. Хайрча турдың мне зарубежная ария, юкенгедла терснетер, определенный им тевных им да, хиндю долховыш. Ты не был дел тиретла сашда, оренкунин орнапта. Элгыстая. Нынче еще вот хочу сказать, что будет помимо вот гран-при, первый гран-при будет подарен нож серебряный. Жигжит Байсланова. Бахалагынны хувун гуд. Да. Ага. Вот спасибо ему большое, конечно, что он такой замечательный подарок делает. И самое интересное, что все хотят получить гран-при, именно нож, да. Для них это прямо, ну, святое. Хайр менге даланганда мне дала хадавай. Жигжи шарел залова да. Заловыға. Да, таких подарков не было, да. Тем было говоря. Но у нас раньше еще Байсхалан Базаров делал нам вот для лауреатов 3 серебряные медали. Он делал с барельефом нашего отца. Тоже у кого-то вот остались же на память эти чисто серебряные такие большие медали. Вот. Ну, конечно же, нынче вот я благодарю своих постоянных спонсоров, которые помогают. Конечно же, наша Агинская, свою родную, Агу, вернее, да? Вот, они приедут, и они, конечно же, помогли нам, взяли премию первую. Конечно же, Баир Байсхаланыча, нашего сенатора Забайкальского края, который тоже всегда помогает нам. Также Валерий Пурбуича, который тоже на протяжении уже 3 конкурсов он нам помогает. Всегда берет какую-нибудь премию. Также Оптикус ИСЭК, которая, вот она вообще все конкурсы помогает. Потом Евгений Казакович Ханхалаев. Ну, вообще, очень много людей, которые помнят нашего отца. И вот эта память, я считаю, что наш отец был неплохим человеком, помогал многим людям, простым. И вот они как бы вот, ну, что приятно, что всегда отдают дань, и чем могут, тем помогают. Министерство культуры наше нынче вообще супер, конечно. Родной театр. Вот. Но вот я говорю, нынче прямо не знаю, как мы будем
выходить из положения, потому что очень много талантливых приезжает, голосистых людей. А конкурс, есть конкурс, надо будет выбрать там 12 человек только. Я не знаю, как это будет. Шаңғыл байлдан бол хвен. Да. Ага. Тиге дина хундыта радио шагнық шыдне баха алун тот элшыдне бахал ерхи дортевеха. Тиге динен тушанныга хыдиды ержы хайша ержы хархар байхыга шыбгыжы танилсол хар байхыгу гала концертынин хызе волхаб. Так, гала-концерт у нас будет 22 апреля в 6:30 в оперном театре. Приходите, пожалуйста. Билеты недорогие, продаются в кассах театра. Осталось, кстати, очень мало билетов. Так что, кто хочет, пожалуйста, поторопитесь. Вот. 20-го начинается конкурс открытия. Там вход свободный. Ну, кто хочет послушать, вот первые, которые не пройдут, они же будут выступать все, а в третий тур не пройдут все. Вот. Ну, можете прийти, вход свободный. Хыншаарат харжывалха. Да, пожалуйста. Двери свободны, хоть кто может прийти, сесть, послушать. 20-го, значит, начало в 10 часов утра, а 21-го в 6:30. Это будет третий тур, будут петь с оркестром. Тоже вход свободный. Тимге хундыта мане радио шагнық шыд, апрелин хорин хойырында ина конкурсын екі концерт, гала концерті ержі сетхіле хожыр болған шықыны шымығы болған баға сетхіле қанақыда балықы вәні концерт надында ержі етіне табы ұдыно ореніп дем. Тегед мұны дұремне әлшіт Бадмағын Бажапов, Иржена Кимовна Базарсадаева. Тегедін та қойыртыны ұдадығы асудылнығы шықыда та қойыренығы хугжым бұйгешгі. Хойола дуэтым, хойола долығын хугжым бұйгу. Байха. Тірі хугжымы етіне мұны ина алын таты әлшітті баға дұртқықы емне зұпшуг еті. Темігі хүндіті маны радио шагнықшыт, мұны таны аңқырылды ина духук жумота бүгүндө былык болгон барихымны.
Углоне мінде танин мында хин шот болзалган от. Захундыта міне радио шагныкшет, мұно дамжолғы ясашын үрджулул хымнегіші, мұно діремне әлчітгі хыда Ким Иванович Базарсадаевымны ирхыхын-бырхыхын Ржена Кимовнавайна и Бадма Гамбажапов. Засашын хоруға дамжолғы хыдымны ина Ким Ивановичемны Ордор хылывыр пастапамгыхыны шоғымар, ина хугжымы талар, сойылы талар, таны гыр булды, ина Саян Кимовиче гыр булды, ина дамжолғарын хыд ямыны кешіп, трен туша хоржу өйтті. Ну, наш папа проехал, гастролировал очень много, почти что, ну, можно сказать, полмира объездил, и везде с большим успехом. И вот его сын, Саян Кимович, который живет в Санкт-Петербурге, он работает в краснознаменном военном ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа, Западного военного округа. Все в кучу собрала. Вот он проехался по его местам, также, даже больше, наверное, вот с ансамблем, и везде пел также сольно, и говорит, что очень трепетно бывает, когда стоишь на той же сцене, где знает, что здесь был его отец, пел, прославлял свою родную Бурятию, и он в качестве солиста поет здесь тоже, и, конечно же, очень волновался. И рассказывает, что приехали они в Испанию, там, значит, публика, когда отпел, подходят, все говорят: о, вы бурят, о, очень, ну, хорошо относятся, что прямо принимают на ура. Говорит: какой у вас голос красивый. Даже один раз был такой случай, что он встретил человека, который слышал нашего отца еще. И говорит: ой, я вот слышал, приезжал Базарсадаев такой, а он говорит: а вы, говорит, кто ему? Он говорит: да я сын его. Он очень был поражен и прямо, говорит, вообще удивлялся и говорил: надо же, как вообще здорово. Ну, вот. И я так думаю, что наш папа свои гены вот передал нам с Саяном. Ну, а Саян дальше уже передал своим детям. И у нас уже вот сейчас получается третье поколение, да. Внучка Ким Ивановича пришла к нам в театр, Арюна Базарсадаева. Специально с Санкт-Петербурга приехала. Здесь она училась в училище, потом уезжала обратно в консерваторию. И вот сейчас вернулась в театр к нам. Тоже меццо-сопрано. Ну, думаю, огромадный голос. Я думаю, что хорошо, что есть продолжение в нашей семье. Вот. Зубыл, да. Ким Базарсадаевты Мингу Йохонзон Найын Зурган онда СССР, тихо СССР гол тулуп телевидениер Свет над Байкалом гын Ким Иванович тухай фильм болы дамбена. Ина фильм тухай нагахады угахылхыргу. Вот, конечно, огромное спасибо. Был тогда директором музыкальной студии БГТРК Бадиев Арсентий Алексеевич. И вот он, благодаря ему, наверное, вот этот фильм, он сказал: давайте
пишите, снимайте фильм, Аким Иванович. И вот съемочная группа, так прям, они четко ездили в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград он назывался, встречались с педагогами консерватории, которые преподавали еще у нашего отца. Значит, Санкт-Петербург показывали, на родину, в Хойтагу ездили, тогда еще наша бабушка была жива, дедушка. Такой плодотворный. Я помню, я еще тогда была студенткой, мы вместе ездили там, где, в каких местах снимали. И я считаю, что вот этот фильм на всю жизнь остался, потому что мы на Байкал, все точки, какие можно было задействовать, все задействовано было. И такой шикарный фильм. И вот уже на протяжении скольких лет он не слушаешь, и такое ощущение, что вот как бы только сейчас его сняли. Голос нашего отца, конечно, звучит. Так что огромное спасибо всем тем, кто участвовал в этой съемке. Я помню, на улице жара, чуть ли не 40 градусов летом, а он в Дагыле, и рядом, значит, с ансамбля тоже бабушки стоят в Дагылах, поют. А я говорю, ну, все-таки это огромную надо силу воли иметь, наверное, чтобы не показывать, что жарко тебе, с улыбкой, с песней, да, в общем, сниматься, вот. Зона өйдедігілер должывай қадашнялары. Под градом, да. Да. Тера олаңуден юндері, тезіндері на площади Советов, тера инкі болды батыр. Алтарғанын ойыр. Өддіш көйсір көмде. Тінді қыда бей болмал хани долынып. За. Қадашнялы күн заңны өддішліға наран шарына барына юмбай алын заң бүдіш тезіндер. Ары құлығыны датқар жывай қайым. Тегінгі құлығар жывай долы көйхімшті. Я ахар көйел зақтатылды. Хыды часе торшсаны хайргорун кил хаттхарым. Да. Так что фильм снимать это очень трудоемкая работа. Хани дол хадашны терем. Мен зона дегил буш хемда. Тендешн терем ара дахар. Ретер убулайны дегил юхедно жендетнага. Алгай тамага шойташны хидин датарга тартайым ба. Это же главное такое кайм. Кулын гажа душу, нюдур ара душу. Нюдур ара хатхагда ты же валяр. Найлгысты дегедіне хүндіті мане радио шагны кшыдын сагны бағыл дұрықы теше болыжывайна дегед мұны мұны діремне шыңғықыда Ким Иванович Базарсадаевемне басхынең бурят улысы арады артист Иржена Кимовна имун тихыда хайырдыхе элшымне Бурят республикымне габията артист Бадма Гамбажапов. Ины мұнодыр мане ины ехы олзылғыдымне ержі нөхорылдым хиндхынындынтне аргу ехы байры ехы ұрғыныпде. Ины ажылдытне азы талан зол жарғыл гыр бұлдытне инкылуры хышыкте бойынте дасынте доғынте хим оринтне хододо дейгур хиджы ури хугутне авыжы ингенірі Ким Ивановичемне нырхунды холы ойғыр сор холжы байхан бол тығайғы жатаныта урегот мұны байры ехы ұрғыныпде. Тегет мұны та қойренгі баға гүйесітхіғын доқуг жұмыр ин мұнодыренгі хорылдойы туғысқыжы балқы ешкі. Балықыда арыдзанда бол хал хэн елурын көтан атаудан жарғалтайыл. Үпті епқымны болды қайғы жа кылыйлда. Захента да та қойрта байры құрғыжы байырты да хен ол затыра. Байырта.